К статистике по коронавирусу. За сутки в коме плюс 289 новых случаев заражения COVID-19. Сохраняется положительная динамика по количеству выздоровевших. Излечилось 329 человек. В активной фазе 3025 жителей коми. И высокий прирост заболевших коронавирусом в коме объясняется широким охватом ПЦР-тестирования. Он превышает общероссийский норматив примерно в 3 раза. Об этом Юргану рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта Андрей Климушев. Большие цифры говорят о том, что в регионе выстроена система ранней диагностики COVID-19. Одним из критериев высоких цифр по заболеваемости все-таки здесь можно отметить в том, что у нас возросли количество бактериологических лабораторий. То есть если раньше их было 2, то на сегодняшний день их уже 6. Но это включая в том числе и Кировскую лабораторию, которой мы пользуемся. Подобных цифр я имею в виду по всей республике Коми о том, что они высоки, бояться не стоит. Действительно, прирост идет в среднем по 300 человек в день заболевших, но это в том числе и те, кто обследованы, подтвержденные, поэтому бояться этого не стоит. С другой стороны, вы успеваете, скажем, обследоваться и произвести раннюю диагностику, и на фоне этого получить своевременное назначение лечения от врачей, которые занимаются лечением новой коронавирусной инфекции. Важно своевременно диагностировать ковид и назначить правильное лечение, чтобы человек, переболев, скорее вернулся к обычной жизни. И здесь важную роль играет обеспеченность медицинскими кадрами. Помимо штатных специалистов, уверенно противостоящих коронавирусной инфекции, в городах и районах Коми по приглашению главы республики Владимира Уйба сейчас работают и медики Минобороны России. Если есть врач, то у больного будет выявлен диагноз. Если врача нет, то диагноз у больного поставлен не будет. Соответственно, от того, что у нас выявляется большое количество положительных результатов на ПЦР и достаточно большое количество пациентов, соответственно, это говорит только о том, что мы проводим очень большую работу по выявлению первичной и выявляем много. Если сегодня не выявлять, не брать на ПЦР, то, конечно, будет меньшее количество. Но к чему это приведет? Это приведет к утяжелению недиагностированных своевременно случаев ковида и тяжелым стадиям заболевания в последующем. Летальность от подтвержденного диагноза ковид в Коми составляет менее 2%, что соответствует средним показателям по стране. По данным регионального Минздрава, наибольшая доля умерших в возрастной группе 65-69 лет и 80-84 года. Большинство из них имело серьезные сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания дыхательных путей и так далее. Среди пациентов до 35 лет не было зафиксировано ни одного летального исхода.